Я продолжаю писать карту дня на 11 декабря. Смотрим следующие 6 знаков зодиака. От весов и до рыбок. Если вы сейчас зашли на это видео, вам нужны первые 6 знаков, тогда вам нужна первая часть. Ссылочка есть под этим видео в описании внизу. А я смотрю дальше. Весы. 11 декабря, понедельник. Покажите мне. Понедельник для весов. Чемодан. Два сердца. Второе событие. Дерево. Конверт нельзя. Цепь. Роза. Горизонталь, вертикаль не вижу. Значит, смотрите, получается 5 событий у вас. В понедельник основные события – это любовь, то есть все хорошо будет в личной жизни. У вас может быть временная разлука, расставание с кем-то в этот день. Приглашение, то есть, может быть, вас куда-то пригласят, да, то есть вы поедете. Также может быть свидание, да, то есть, что хорошо сочетается с любовью. И в делах будет нерешенный вопрос. Да, вот видите, по делам тут минус. В любви хорошо, а по делам минус. Ножницы где у нас? Одна, вторая половинка. То есть ножницы далеко друг от друга, поэтому вот этот вопрос, который в понедельник возникнет, он решится еще как бы, не скоро. Может быть, там до конца недели, но не в ближайшие дни. Вот такая информация для вас, весы. Благодарю за внимание и перехожу я дальше к скорпионам. Смотрим, скорпиончики. 11 декабря. Встреча деловая. Тут два варианта. Смотрите, есть подкова или цветочек. Если вы цветочек увидели, тогда исполнение желания. Тоже два варианта. Но я первый увидела кораблик, оставляю его. А еще можно было сделать ключик. Да, то есть если повернуть, можно ключ. Но мне бросился в глаза корабль. Весы. Печаль.
Здесь не вижу совпадений. Получается 5 событий. Первое показывает, что может быть деловая встреча в понедельник, удача, везение на вашей стороне, то есть вам будет вести. Вы будете стоять перед выбором, два варианта будет. Ожидание также будет. Возможно, ожидание встречи или на встрече будет ожидание чего-то. И в конце еще выпадает негативное событие. Это глубокая печаль, сильное разочарование. Чем именно, ну тут как бы непонятно, да, то есть события не показали, чем вы будете расстроены. Может быть, это не будет касаться вас лично. Может быть, вот это ожидание, да, то есть так вас расстроит. Тут сложно сказать. Ну, может быть, в этот день, да, то есть одно из событий это разочарование. Или не разочарование, да, то есть, а может быть, просто глубокие какие-то переживания негативного характера. Благодарю за внимание, скорпионы. Перехожу к стрельцам. Стрельцы. Одиннадцатое декабря. События дня для стрельцов. Первое событие — слезы. Яблоко. Выбор. Весы. Якорь нельзя. Корона. Ножницы. Череп еще есть по вертикали. Череп. И здесь нет. Можно прочитать, как вы можете заниматься здоровьем, да, то есть корона это может быть врач, а слезы это может быть, ну, не знаю, какая-то болезненная процедура, может быть, что-то сильно болит, и будете обращаться, короче, можно вот так вместе прочитать. Если по отдельности, карта показывает, могут быть слезы в этот день у вас, общение с каким-то человеком влиятельным, статусным, да, то есть тот, кто имеет вес в обществе, выбор, стоите перед выбором, два варианта, решение какого-то вопроса будет также в понедельник и, возможно, ухудшение самочувствия. Или, в принципе, если вы запланировали уже визит к врачу, да, то есть то череп может показывать, что этот визит состоится, да, что вы будете заниматься здоровьем. Так что вот так. Благодарю за внимание. Перехожу к козерожкам. Смотрим козерожки. 11 декабря. Колокольчик. Лавровый венок. Второе событие.
Два варианта, смотрите, либо тайная встреча, либо будильник. То есть смотря, что вы первым увидели. Ну, мне почему-то в глаза бросилась тайная встреча, оставляю ее. Подарок нельзя. Ключ. Маска. И еще есть яблоко по вертикали. Получается, смотрите, в понедельник из событий у вас будут пустые разговоры с кем-то, успех в работе, в делах, обман, слезы, предупреждения могут обмануть, тайная встреча. Опять же, может быть тайная встреча, например, в тайне от вас, да, то есть вы, ну, как бы откроете этот обман. Либо вы в тайне с кем-то встречаетесь, и обман будет открыт, да, то есть маска показывает, что это вы на себя одеваете маску, да, то есть обманываете кого-то, тайно встречаясь. Но в любом случае, да, то есть слезы, поэтому вот эти события могут быть связаны. И плюс, смотрите, выпадает ключик, показывает, что перед вами открываются все двери, и все в ваших руках в этот день, да, то есть если кто-то пытается вас обмануть, то ключиком, да, то есть вы все эти обманы открываете. Поэтому вот так. Ну, либо ключиком, да, то есть вы можете себе помочь скрыть, да, то есть какую-то информацию в этот день. Так что вот так, козерожки. Интересный день у вас. Благодарю за внимание и перехожу я к водолеям. Водолеи смотрим. 11 декабря. События дня для водолеев. Вот есть тайная встреча. Пропустила. Не увидела. Она не увидела тайную встречу. Выбор. Весы. Колебания, сомнения, сложный выбор. Дорогу нельзя. Цыпленок. Ожидание. Больше не вижу. 4 события только для вас нашла. Первое показывает, что у вас может быть тайная встреча с кем-то в этот день. Вы будете стоять перед сложным выбором. Будут колебания, сомнения между вариантами. Общение с семьей, с детьми и долгое нудное ожидание. Вот такие события для вас. Не самые приятные, да. Колебания, сомнения, ожидания. Ну, не самые плохие, скажу вам так. Да. То есть это, с другой стороны, это да, не неприятности, не конфликты. Благодарю вас за внимание и перехожу к рыбкам. Смотрим рыбки. Одиннадцатое декабря. События дня.
дружба, общение с друзьями. Гости. Знаете, что интересно, что я когда брала карты, у меня потянулся значок Водолей, оказался на столе. Возможно, общение с друзьями, может быть, у вас есть, если среди друзей есть Водолей, или, может быть, в гости Водолеи придут. Может так проиграться. Не случайно они потянулись. Рыба, скользкое дело. Может быть, просто вот вкусная рыба в гостях. Я уже замечала, что рыба может так проигрываться. Морепродукты, скажем так, не обязательно рыба. Змея. Змея приползет в гости. Ну, горизонтали, вертикали я не нашла. У вас больше похоже на выходной. Общение с друзьями, гости. Змея может просто описывать человека. Да, то есть, например, там такой острый, да, на язык по характеру, высокий, связан с медициной, да, вот может быть так. Может быть, человек вам завидует, тоже вот может проигрываться, то есть приходит в гости и скрывает, да, то есть вот то, что завидует вам. И рыба, да, то есть это какие-то интересные предложения заманчивые, но они обычно являются обманом. То есть обычно рыба – это предупреждение, постараться не попасть на чью-то удочку. Но иногда, как я вам уже говорила, да, то есть проигрывается просто вкусная рыба в этот день. Готовите рыбу, где-то пробуете рыбу, да, то есть там в гостях, может быть, или для гостей готовите, поэтому может для кого-то так проиграется. Благодарю за внимание, рыбки, и жду вас на своих новых видео.